И хотя найти следы нашей детективной группе не удалось, по словам владельцев пасеки, медведи здесь гости нередкие. Более резонансные случаи были зафиксированы в Сунжинском районе. По словам очевидцев, в поисках сладкого лакомства медведи крушат ульи, тем самым нанося немалый ущерб пчеловодам. Так как были несколько случаев вот, в Сунжинском районе нападения на ульи, сейчас мы занимаемся выкладкой соли, корм мы осенью только выложим. Но сегодня момент вот только шоколады для медведей, чтобы они сюда вниз не пускались, вот, ближе к ульям. Обычно улья стоят рядом с селами. Усиленно питаться медведи начинают уже с середины лета, стараясь как можно больше накопить подкожного жира для успешной зимовки. В рационе все съедобное, что только попадется под руку, точнее лапу. Препятствия на своем пути мохнатый просто сносит или ломает. Благо в Назрановском районе случаев нанесения вреда имуществу пока зафиксировано не было, и в этом есть заслуга местных егерей. Уходя вглубь лесной чащи, они подкармливают косолапых. Особо желанными являются продукты повышенной калорийности и с высоким содержанием глюкозы. И егеря точно знают, что именно медведям придется по вкусу. Эти сладкие конфеты не по случаю какого-то светлого праздника. Именно сюда, по словам егерей, наведываются косолапые гости из-за большого количества дикой груши в этих местах. Сегодня, предположительно, медведи ожидаются поздней ночью. До того, как лесные хищники не наберут необходимое количество подкожного жира, в спячку они не уходят, что тоже довольно опасно. Шатуны именно так называют специалисты медведей, бродящих зимой в поиске чего-то съедобного. Медведь, он зверь такой, он самый в наших краях самый большой зверь. Он, конечно, опасен, особенно когда с медвежатами. Так он любит, он всеядный, он все любит. И мед, и овощи, фрукты, мясо. Только свежее не ест, тухлые. Заходят в гости не только бурые обитатели чащи. Частенько в этих лесах можно обнаружить и диких кабанов, которые также могут нанести довольно весомый ущерб фермерам. Фотоловушки фиксируют их целыми стаями. По информации Минприроды, в лесах Ингушетии обитают около 100 особей бурых медведей. Их подкормка будет проводиться вплоть до наступления зимы. Ислам Дударов, Ахмед Исмурзиев, Дани Тимурзиев. Вести Ингушетия.